Тамара Сахашчык дагэтуль не можа адысці ад шоку. Кажа, стаяла, як звычайна, ля акна, чакала ўнука на вячэру, а дачакалася выбуху ў соседней пяціпавярхоўцы. Я думала, что котел газовый взорвался, может, или что-то. Думаю, сейчас, мол, пожар будет, звонить, но вижу, звонят уже люди, там стоят на мобильнике. Вы сами-то испугались? До сих пор не нахожу места, спать не могла. Выбух, падобны на хлопок петарды, пачула і суседка з верхняга паверха. Яна была дома ў час здарэння. Я просто как выглянула, это все летит. Ой, все вот эти щепочки. А потом аж руки задрожали. Выбух адбыўся ў адной з кватэр другога паверха дома па вуліцы Карла Маркса ў час монтажу нацяжной столі. Вядома, што двое рабочых выкарыстоўвалі для гэтага газавы балон і цеплавую гармату. Што канкрэтна стала прычынай выбуху, дакладна высвятляюць у следчым камітэце. 9 декабря текущего года примерно в 16 часов 30 минут двое рабочих частного предприятия осуществляли работы по установке натяжных потолков в одной из квартир в многоквартирном жилом доме в городе Драгищине. Во время выполнения работ произошел взрыв газовоздушной смеси. В настоящее время Управлением Следственного комитета по Брестской области все обстоятельства происшествия устанавливаются. У выніку выбуху пацярпелі 4 чалавек. Яны былі дастаўлены ў Драгічынскую цэнтральную раённую больницу. Двум з іх спатрэбілася рэанімацыя. Молодые люди 90 и 84 годов рождения поступили в тяжелом состоянии с обширными ожогами лица, тела, конечностей, множественными ранами. Были госпитализированы сразу в реанимационное отделение, где проводились противошоковые мероприятия, обработка ожоговых поверхностей. Пасля агляду ўрачамі Брэсцкага апёкавага цэнтра пацярпелых мужчын было вырашана перавесці ў рэспубліканскі цэнтр па лячэнні агнястрэльных раненняў і мінна-выбуховых траўм. Яшчэ двое, маладая жанчына і 14-гадовы юнак, якія ў час выбуху знаходзіліся ў кватэрах па суседству, будуць працягваць лячэнне ў Драгічыне. Марына Прымак менавіта ў час здарэння разам з маці і сынам прыйшла ў госці да сястры, але замест гэтага апынулася ў шпіталі з чэрапна-мазгавой траўмай. Получается, напротив квартира, и вынесла, получается, нашу дверь. И я, получается, напротив двери стояла. Пасля здарэння была скликана комиссия по надзвычайных ситуациях. Разрушение произошло в 5 квартирах. Самое большее это в 3, это на площадке. И далее там 2 квартиры, они только там двери были повреждены. Обследовали дом комиссии, визуально видимых повреждений, несущей способности обрушения дома мы не увидели. И было принято решение затем 3, 4, 5 согласовали со Следственным комитетом, мы людей заселили. Остальных людей мы собрали здесь же возле подъезда, предложили им ночлег. Только 4 человека изъявили желание. Ночлег мы предъявили в нашем лицее, дали гостиницу, гостиничный номер, организовали им питание. Они сейчас там и проживают. Пытанне аб ліквідацыі наступстваў выбуху зараз вырашаецца пры ўдзеле раённых улад і мясцовых службаў. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзін, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».